Ахмед Тамбиев проводит занимательную экскурсию по управлению ГИБДД. Здесь, на третьем этаже здания, сосредоточены отделы надзора, пропаганды, аналитический и контрольно-профилактический. На первый взгляд, ничего необычного, кабинеты и бумажная волокита. Но именно здесь разворачивается трудоемкая и кропотливая работа. Контроль дорожного движения, выявление нарушителей правил, составление предписаний, протоколов и нормативных актов. Здесь контролируется и обобщается информация вся по линии дорожно-патрульной службы. Готовятся отчеты, исполняются все пункты планов, пункты протоколов. Скажите, сложная работа? Ага. И ваши сложности, как справляемся. Госавтоинспекция, основные задачи которой борьба с аварийностью, учет транспорта и контроль подготовки водителей, была создана 3 июля 1936 года. В начале 70-х с появлением новых легковых автомобилей в структуре ГАИ выделили отдельные подразделения для дорожно-патрульной службы, регистрации транспортных средств, техосмотра, организации движения и приема экзаменов у водителей. В 1998 году ГАИ переименована в ГИБДД, но основная функция осталась неизменной. Нетрудно представить масштабы дорожных происшествий, прекрати бы эти люди свою работу хотя бы на день. Профессиональный праздник на рабочем месте. Султан Галаев занимается обработкой данных, полученных с камер ГИБДД. Он начальник Центра фиксации правонарушений в области дорожного движения. Именно отсюда нарушителям отправляют, говоря на языке инспекторов, письма счастья. Я и как вот присутствующие коллеги, мы стояли у истоков создания этого отдела в деятельности ГИБДД. И мы стараемся делать свою работу так, чтобы аварийность снизилась. Основная цель – это не сбор штрафов, а это именно снижение аварийности и количество погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. В качестве примера можно сказать, что в 2018 году, когда были установлены камеры фотофиксации в рамках развертывания АПК «Безопасный город», там в день было 2500–3 тысячи административных правонарушений. Сейчас количество нарушений постепенно снижается, и эта тенденция идет позитивно. Несмотря на то, что у нас идет реконструкция федеральной автодороги «Кавказ», несмотря на малое количество комплексов, установленных на данном участке, основной поток нарушений идет именно с федеральной автомобильной дороги. То есть мы можем сделать вывод, что жители республики стали более дисциплинированы по сравнению с теми, кто проездом в нашей республике. А это отдельный батальон ГИБДД. В штате 199 сотрудников. Это и заместители, и командиры взводов. В основном инспекторы. Магомед Нагадиев выезжает на патрулирование. Его спецтранспорт оборудован стационарными устройствами для подачи специальных звукосветовых сигналов и средством связи. Все это необходимо, ведь инспекторам часто приходится устраивать погоню за нарушителями. Он нарушил по статье 12-15 часть 4 выезд на встречную полосу. Не доезжает до нас, он разворачивается и в обратную сторону едет. Мы за ним поехали, оформили на него материал по статье 12-15 часть 4 выезд на встречную полосу. На что он отвечает, мы задаем ему вопросы, почему вы развернулись, еще у него разворот на сплошной. Он говорит, вот я хотел уехать, чтобы вы меня не оформили. Ну, мы его оформили. А еще в один момент, в ходе проверки регистрационных документов у нас выяснилось, что от него исходит запах алкоголя изо рта. И по этой статье еще раз его оформили, по 12.26, часть 1. И это уже отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Мы 2 материала на него составили, машину поставили на штрафплощадку. Мы километров 15-20 за ним ехали, пока он в чужой двор заехал. Там уже говорит, я здесь живу. Дорожно-патрульная служба сопровождается и конфликтными ситуациями. Не всегда нарушители в состоянии адекватно принять призыв к соблюдению ПДД. Многие зачастую ведут себя крайне агрессивно. Не жалеете о том, что выбрали эту профессию? Нет, конечно, не жалею. Потому что уже с 2008 года вот в отдельном батальоне уже 2008 года с декабря месяца я здесь работаю. И ни разу, ни один день, что я там жалел, еще что-то не было у меня. Слова признательности и благодарности принимают сотрудницы отдела пропаганды и безопасности дорожного движения. С цветами их поздравляют работники Центральной автошколы Ингушетии и сотрудники госавтоинспекции. Хотелось бы обратиться ко всем служащим, своим коллегам, поздравить их с такой знаменательной датой, 85-летием образования госавтоинспекции.
пожелать им легкой и удачной службы, карьерного роста. Пусть нарушителей будет меньше, безопасных дорог будет все больше. ДТП мы не будем каждый день наблюдать за тем, что люди страдают или калечатся, либо гибнут. И служба будет настолько легкой, что она будет приносить все больше и больше удовольствия, так как сегодняшняя служба в органах внутренних дел – это большой труд, большие испытания для инспекторов, потому что работа с населением – это большой труд. Пользуясь такой возможностью, хотелось бы поздравить всех коллег, которые работают, которые работали и которые собираются работать в данной структуре. Я думаю, что направление госавтоинспекции, оно очень важно именно с целью сохранения жизни и здоровья наших жителей. Сотрудники ГИБДД призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, пользоваться ремнями безопасности, не превышать скоростной режим, не садиться за руль в нетрезвом виде. Инспекторы считают нарушения, но составляют статистику сами автомобилисты, и именно от них зависит, будет она положительной или отрицательной. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.